Башкортостан занял третье место, не считая Москвы, по количеству поданных заявок на третий конкурс президентских грантов 2020 года. Отправлено 160 проектов. Второе место у Санкт-Петербурга и первое место у Белгородской области. Обсудим детали вместе с гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Сегодня с нами главный специалист ресурсного центра некоммерческих организаций аппарата Общественной палаты Башкортостана Гузель Кадырова. Гузель, здравствуйте. Здравствуйте. Особенности конкурса президентского. Давайте начнем с этого вопроса. Расскажите подробнее, пожалуйста. Особенность этого конкурса такая, что если раньше конкурсы президентских грантов проводились 2 раза в год, и они были запланированы и проводились по 13 направлениям, которые охватывали почти все сферы деятельности вообще нашей жизни, то сейчас этот конкурс, он был внеочередной. Он был направлен на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. То есть все проекты, направленные на этот конкурс, они направлены на поддержку людей, которые пострадали в этом, участвовали в борьбе с распространением коронавируса. Расскажите, пожалуйста, как удалось так сделать, что 160 заявок отправлено? Почему Башкортостан стал лидером? На самом деле 160 заявок – это очень большая цифра для такого конкурса, потому что конкурс был он в таком усеченном, можно сказать, формате. То есть было 13, сейчас 3 направления. Если раньше было 1,5 месяца на подачу заявок, сейчас был только месяц. То есть я думаю, в этом заслуга тех наших некоммерческих организаций, которые все-таки следили и которым нужна была эта поддержка, грантовая поддержка. И информационная волна, которая у нас прокатилась, скажем так, по Башкортостану, по нашим некоммерческим организациям, по нашим фондам, которые были задействованы в борьбе. Поэтому удалось всех оповестить об этом и успеть в такие короткие сроки оформить заявку и подать их. По каким критериям будет определяться победитель и какие суммы на кону? Как правило, у нас традиционно подаются суммы до 500 тысяч, от 500 тысяч до 3 миллионов и от 3 миллионов и выше, там, до 10 миллионов в основном у нас подают заявки. То есть оцениваться будут в этих 3, скажем так, уровнях. То есть до 500 тысяч будет так оцениваться, а свыше уже чуть построже. Будут оцениваться такие критерии, как актуальность, согласованность проекта, масштаб реализации. И самое главное сейчас в этом конкурсе – это опыт реализации проектов у данной организации. То есть, если у нас организация в этой сфере не работала, это будет уже вызывать вопросы. Поэтому будут поддерживаться в основном уже опытные организации. Ну и, кстати говоря, про опытное НКО. Вот всего подано около 4000 инициатив. Конкуренция очень большая. Как считаете, каковы шансы стать победителем у именно НКО из Башкортостана? Я думаю, у нас шансы такие же, как и раньше. То есть мы всегда попадаем по количеству заявок в 3, в 5 по России. В ПФО мы всегда в лидерах, там, 1, 2 место по количеству заявок. И я думаю, у нас шансы все-таки высокие. Какой-то процент мы выиграем. Я думаю, 20, 30, 40 проектов у нас окажутся победителями. Давайте поподробнее про проекты. Вы уже отметили тематика, это борьба с коронавирусом, здоровье, здоровый образ жизни. Звучат ли какие-то интересные идеи, да, среди этих проектов? Что могли бы отметить вы? Сейчас особенностью конкурса является то, что в проектах можно предусмотреть уже адресную помощь. То есть, если раньше не совсем поддерживалось, не рекомендовалось написание проектов, допустим, на то, чтобы покормить кого-то, да, что-то раздать, там, какие-то сухпайки или что-то еще, то сейчас можно это делать. То есть средства индивидуальной защиты, то есть маски, антисептики, какие-то перчатки, это все можно сейчас раздавать. Но проекты, конечно, должны быть все направлены, приоритет будет у проектов, которые направлены, знаете, не только на адресную помощь, но и вообще на развитие какой-то ситуации или какого-то мероприятия или какой-то группы лиц. Допустим, у нас есть люди, которые живут в каком-то районе Уфы. Если для них это будет уже систематическая помощь, для них это будет организованы какие-то мероприятия или они получат какие-то дополнительные образования, какие-то навыки, то это будет опять же в приоритете. Среди адресатов какие категории граждан? Все категории граждан. Не только нуждающиеся, пенсионеры. Мы знаем, что вот весной как раз оказывалась помощь как раз именно этой категории граждан. Да, вот все, кому нужна помощь, именно кто был задействован по борьбе с коронавирусом, они у нас также и остаются в целевой аудитории.
Ну, Общественная палата Башкортостана выступает оператором по поддержке НКО здесь на местах. Какую работу проводите вы? У нас ресурсный центр, мы оказываем поддержки по оформлению и подготовке заявок на конкурс президентских грантов. Сейчас у нас, конечно, формат немножко поменялся, потому что, да, если раньше мы проводили всегда и выездные у нас были семинары, то есть мы выезжали на какие-то зональные семинары, допустим, в Бирск. В Бирск мы выезжаем, и у нас собираются все соседние районы и города. То есть это уже было живое общение, у нас был спикер, и все наши местные активисты уже с близлежащих районов. То есть сейчас мы перенеслись, конечно же, в Zoom. У нас не было выездных семинаров, и у нас все собирались только в таком электронном формате. Как вы оцениваете, это проще или сложнее? Это не сложнее, но, наверное, это не так хорошо для восприятия именно людьми, потому что когда живое общение, это все-таки лучше. И есть возможность друг другу объяснить. Заявители, наши представители некоммерческих организаций, они объясняют экспертам. И вот это вот коннект, наверное, легче установить именно при живой встрече. Ну, коронавирус насколько сильно повлиял на эту сферу НКО, да, и не появляются ли новые, потому что как раз в такие сложные времена видно светлых людей, есть такая пословица, да, и очень многие хотят помогать. Да, на самом деле этот период пандемии, изоляции, когда некоторые некоммерческие организации очень круто себя проявили и... То есть что вы вкладываете в это понятие «круто проявили себя»? То есть они не закрывались и не уходили в подполье, скажем так, да, а наоборот, они выходили и работали в качестве волонтеров. Допустим, один частный фонд выделил такое достаточное количество средств на СИЗы. И волонтеры этих некоммерческих организаций их распространяли. То есть привозили какие-то продуктовые наборы, СИЗы распространяли. Вот третий конкурс президентских грантов, итоги будут объявлены в августе. Каким образом будет происходить оповещение? Если мы коснемся именно вот этого механизма участия в президентских грантов, то там могут участвовать некоммерческие организации, они регистрируются на сайте президентских грантов, то есть все у нас находится в цифре. Не нужно распечатывать стопку документов и возить их в Москву. То есть все происходит у нас электронно. Они подаются документы в электронном виде на сайте, потом у нас 15 июля закончится прием документов, с 15 июля по конец августа эти все проекты будут на экспертизе у московских экспертов. А кто, кстати говоря, выступает экспертом? Экспертом выступает руководители некоммерческих организаций, как правило, по всей нашей стране. Их генерируют, их аккумулируют у себя, собирает фонд президентских грантов, но они от нас, к сожалению, скрыты, чтобы, ну, наверное, экспертиза по каждому проекту была такой более... детальной, тщательной. Да. И то есть и в августе уже будут объявлены победители? Да, мы ждем, что 31 августа уже будут объявлены победители. Они будут опубликованы на сайте. И у каждого победителя в своем личном кабинете у них появятся результаты. Их поздравят. Те, кто станет победителем и получит эти поздравления, какие требования к расходованию средств, как будет осуществляться контроль? В принципе, в заявке всегда прописывается весь бюджет проекта. То есть каждый рубль, каждая копеечка, она прописывается. То есть на что они будут тратить там вот эту сумму, вот эту. И после того, как они выиграли, траншами будут приходить деньги, средства определенные, у кого там какие средства, да, они заложили, они будут. Будут контрольные точки, допустим, в течение 3 месяцев нужно провести 1, 2, 3, 10, столько-то мероприятий. Вот, и они всегда будут на связи со своими кураторами из фонда президентских грантов. Это опять же будет у нас в электронном формате, в личном кабинете они общаются между собой. То есть победитель, куратор и куратор фонда президентских грантов. Ну, также осенью будет объявлен еще один конкурс по президентским грантам. Каковы условия будут у него? Да, мы ждем, что с 1 сентября по середину октября уже пройдет следующий конкурс президентских грантов. Он будет называться «Первый конкурс 2021 года». Там ожидается уже 13 направлений, то есть уже более широкий спектр, и другие некоммерческие организации могут там участвовать. Давайте обозначим, какие направления. Ой, там очень много и по спорту, и по культуре, и по охране здоровья, то есть, в принципе, все. Что нужно делать НКО? НКОшникам нужно свою заявку зарегистрироваться на сайте
и уже свою заявку, вот идея какая-то есть, им нужно прочитать документацию и заявку уже изложить на бумаге, то есть зайти на сайт и все расписать. Также могут подойти к нам уже с расписанной заявкой. У нас есть замечательная команда экспертов нашего ресурсного центра. Это люди, руководители некоммерческих организаций, то есть они неоднократные победители президентских грантов, грантов наших региональных, также и других частных грантовых конкурсов. Мы также проверяем и помогаем им оставлять эти заявки. Ну, на мой взгляд, дилетантский, самое сложное – это идея. Да? Можете ли вы подсказать НКО, те, которые, допустим, не участвовали, но и у них есть такие планы подать от себя заявку на конкурс по президентским грантам, с чего начать, как сформировать идею, как стать победителем? Здесь, наверное, я бы сказала чуть-чуть по-другому, что если идеи есть, то самое сложное здесь обосновать все это и изложить на бумагу, потому что есть определенные требования. То есть у каждого конкурса всегда есть положение. Это документация, изучив которую можно уже участвовать и самое главное, надеяться на победу и на финансирование. То есть здесь важно изучить документацию, особенно положение. Но если что, ресурсный центр НКО, вот при общественной палате как раз вы, наверное, консультируете и помогаете правильно сформировать пакет документов? Да. Угу. Вот все новости о наших мероприятиях мы публикуем на сайте общественной палаты, то есть ближе к сентябрю уже будет у нас весь график, то есть можно зайти на сайт общественной палаты и посмотреть. Гузель, вот на ваш экспертный взгляд, благодаря НКО, каким образом меняется жизнь в республике, какой эффект получают и жители, и НКО, и сама республика? Очень некоммерческие организации, это же в основном руководителями являются те люди, которые они неравнодушны, потому что они их... скажем так, финансирование, они тоже бывают разные. Это и грантовые средства, и какие-то пожертвования, и какие-то благотворительные свои акции они проводят. Поэтому социальный эффект, конечно, он и имеется. Наверное, его только сложно измерить. Вот как-то может быть в цифрах. Адресный. Видимо, да. это социальный эффект, он адресный. Да. Спасибо большое. Сегодня в гостях программы интервью в эфире Башкирского спутникового телевидения была главный специалист ресурсного центра НКО аппарата Общественной палаты Башкортостана Гузель Кадырова. И мы говорили о том, что Башкортостан стал лидером по количеству поданных заявок на третий конкурс президентских грантов. Оставайтесь на БСТ.